Много знакомств и новые проекты. В Сыктывкаре завершился региональный форум «Молодежь Коми-2023». 30 экспертов-профессионалов делились своими знаниями с молодежью республики. Те, в свою очередь, защищали грантовые проекты перед федеральными экспертами. На форуме побывала и Дарья Вологжанина. 4 дня масштабной образовательной, творческой и спортивной программ. Почти 200 участников со всех городов и районов. Море эмоций, столько же новых идей. В республике завершился форум «Молодежь Коми-2023». Несколько дней активисты учились, писали проекты и просто общались с единомышленниками. Для меня самое ценное в этом форуме – это много новых знакомств, много идейных людей, в каком-то плане единомышленников. И это вообще здорово, что весь наш Коми-край, вся молодежь может общаться, объединяться. У нас и единый чат, мы можем вместе кооперироваться и строить уже что-то совместное. На площадках форума работали 30 экспертов из разных областей. Специалисты делились с молодежью опытом в сфере бизнеса, государственной и молодежной политики, социального проектирования и развития личного бренда. Форум стал еще одним ярким мероприятием, которое проходит в республике в рамках Года молодежи. Год молодежи в целом дал, конечно, раскрыть потенциал очень многих ребят, которых мы, возможно, где-то раньше чуть-чуть не замечали. В силу того, что это очень много ярких и насыщенных мероприятий, понятное дело, что мы всегда реализуем эти мероприятия, на муниципалитетах у каждого свои, но очень много республиканских, где мы смогли друг с другом больше познакомиться, мы узнали больше людей, и, конечно, мы увидели много новых талантов и раскрыли в том числе. Пожалуй, самая волнительная часть закрытия форума – распределение грантов от Росмолодежи. Для оценки значимости проектов в Коми специально приехали федеральные эксперты. Между десяткой победителей распределили более 3 миллионов рублей. Проекты были разные. Организация музыкального фестиваля, проведение первого турнира по танковому многоборью. 17-летняя Елена Попова получила 330 тысяч рублей на проведение молодежного медиаслета в Арктике. Проект направлен на развитие арктической зоны, чтобы молодежь не уезжала с Республики Коми, с СЗФО. Мы хотим максимально развить это все. Это наше 3-е образовательное мероприятие, которое мы проводим в Воркуте. Поэтому мы рвем дальше и надеемся, что Республика Коми будет развиваться. В этот день было много наград. Со сцены назвали имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Студент года-2023». Первое место и номинация «Творческая личность года» у Елизаветы Зинченко. А обладателем гран-при и победителем номинации «Общественник года» стала Валерия Кардашевская. Победа долгожданная и заслуженная. Сложно было подготовиться, так как всего 7 минут для того, чтобы рассказать про 3 года активной общественной деятельности. Миллионы форумов, миллионы проектов, миллионы в качестве денег выиграны были для республики, поэтому для меня было самое сложное упаковать себя в эти 7 минут. Завершился фестиваль «Молодежь Коми-2023» тепло и душевно, с песнями и разговорами в кругу у костра. В неформальной обстановке представители региональной власти отвечали на вопросы участников форума о жизни и работе. Дарья Вологжанина, Арина Попова, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.